29 августа в Якутске в Республиканском медиацентре прошел круглый стол на тему «Защита детей от вредной, противоправной информации», где приняли участие организаторы мероприятия: Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий, Министерство образования и науки, их подведомственные учреждения, а также представители администрации, главы и правительства, мэрии, представители сферы образования и федеральных органов власти, Роскомнадзор, МВД, средства массовой информации. Всего в мероприятии приняли активное участие 20 экспертов. В условиях интенсивного развития информационных технологий именно дети подвержены негативному воздействию запрещенной информации. Информация, распространяемая с использованием СМИ, интернета, при обороте рекламной продукции, электронных и компьютерных игр, кино- и видеоматериала, нередко оказывает на детей психотравмирующее влияние, часто побуждая к рискованному, агрессивному и антиобщественному поведению. Министерство инноваций и цифрового развития Республики Саха-Якутия проводит сейчас цикл мероприятий, направленный на профилактику гиперпреступлений в сети интернет. Сегодня мы проведем первый наш круглый стол. Тема его — защита детей от вредной, противоправной информации. Естественно, это касается сети интернет в первую очередь. Мы хотим провести разъяснительную работу для населения, в первую очередь для родителей детей, которые с первых лет начинают пользоваться гаджетами, смартфонами, своими планшетными компьютерами, вообще, в принципе, компьютерами. И хотим пояснить, что воспитанием ребенка нужно заниматься с младенчества до совершеннолетия. Естественно, давая в руки ребенку гаджет, мы отправляем его во взрослую жизнь. И гаджет не заменит воспитание ребенка, то есть то, которое должны дать родители. Участники круглого стола поделились своими результатами работы в данном направлении. Также в ходе обсуждения данной темы предлагались различные способы контроля поведения ребенка в сети. Мы обменялись мнениями по поставленной тематике. Мы презентовали видеоролик, подготовленный Министерством инноваций. Сейчас по нему этот ролик пока не вышел в тираж, но по нему некоторые мы получим по итогам сегодняшнего мероприятия замечания, доработки и выпустим в свет, собственно, как часть методической работы разъяснительного министерства к населению республики. Работа по направлению будет продолжена в рамках существующих структур в правительстве и в рамках общественной работы всех задействованных экспертов. В принципе, в общем и целом, считаю, что очень плодотворно поработали, обменялись мнениями, обсудили проблематику. Что касается мероприятия и ролика, который мы только что посмотрели, мне кажется, он вполне устраивает и годен к распространению в средствах массовой информации. Проблема, озвученная в этом ролике, она хорошо представлены конкретные уже технические решения по решению этой проблемы, поэтому предлагаю все-таки запустить его в средствах массовой информации. Сотрудники полиции ежеквартально проводят мониторинг социальных сетей. Можно сказать, это проводится постоянно. Мы смотрим, в каких группах сидят дети, не в противоправных ли, нет ли антиобщественного поведения. В случае, например, установления таких фактов мы обязательно проводим проверку, проверяем семью, вызываем родителей, вызываем детей, берем объяснения. Возможно, можем решить вопрос о постановке на учет, если это не было просто из праздного любопытства, а действительно осознанно. Но, к счастью, скажу, что таких осознанных фактов участия в каких-то противоправных группах в соцсетях у нас нет. Многие дети вступают туда из любопытства. По итогам круглого стола были выработаны совместные рекомендации, направленные на профилактику, защиту детей от вредной информации в сети. Все предложения и мнения были услышаны и будут использоваться в дальнейшей работе.